Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие отцы, братья и сестры, рады вновь вас приветствовать на видеоканале Трезвый Батя. Сегодня 15 мая 2020 года, и сегодня мы вспоминаем об одном ярком и самоотверженном человеке. Мы вспоминаем протоиерея Василия Постникова, который служил в Маютинском стане Алтайской духовной миссии с 1867 по 1905 год. Он был одним из многих алтайских миссионеров, одним из многих алтайских благовестников, проповедников Евангелия, и он был продолжателем дела преподобного Макария Глухарева и сподвижником святителя Макария Невского. Все эти люди проповедовали на территории Горного Алтая Евангелие в течение второй половины XIX века и в начале века XX. Протоиерей Василий Постников прибыл в Алтайскую духовную миссию еще молодым юношей. Он прибыл сюда в 1860 году. Несколько лет он исполнял обязанности помощника при руководителе Алтайской духовной миссии, был письмоводителем, был секретарем, а в 1867 году, после того, как он женился, он прибыл на послушание в Маютинский миссионерский стан, в котором прослужил с 1867 года по 1905 год, то есть почти что 40 лет. При святом преподобном Макарии Глухаревом в 1845 году здесь, в Маюте, был основан миссионерский стан. И он сначала располагался в походной церкви, потом был поставлен небольшой молитвенный дом. Вот. И уже в бытность протоиерея Василия Постникова здесь появилась и школа для обучения грамоте и русских, и алтайских детей. Здесь появился фельдшерский пункт, здесь появился приют для детей-сирот. Вот эти, можно сказать, начатки социальной инфраструктуры были особенным признаком или отличием Алтайской духовной миссии. То есть многие и большинство школ в райцентрах Горного Алтая, большинство больниц в райцентрах Горного Алтая и в других селах Горного Алтая, они начинались именно как церковные миссионерские учреждения. У отца Василия было 5 детей, 2 сыновей, 3 дочерей. Его оба сына, отец Владимир и отец Владимир, здесь отец Сергий, они стали священниками. Его 2 дочери тоже стали супругами священников. Вот это его зять, священник Стефан Борисов. Вот. И это была действительно полностью миссионерская православная семья. О том, какие труды положили православные миссионеры на территории Горного Алтая, можно сказать, слагаются легенды. Я вам скажу, приведу небольшие данные статистические из нашего музея «Свет веры в горах Алтая», в котором мы сейчас находимся, в селе Маюта, возле православной церкви. В 1897 году в Маютинском отделении состояло несколько сел, несколько деревень и аилов. Унгурля, Актел, Малая Черга, Большая Черга, Камлак, Улугош, Магайта, Урухтогой, Каинча и Эдиган. Во все эти деревни миссионеры ездили для богослужения и учения новокрещенных. Только в 1896 году на лошадях по горным тропам своего стана маютинские миссионеры проехали за 1 год 6790 верст, примерно как от Горно-Алтайска до Парижа. А за 8 лет, с 1889 по 1896 год, около 40 тысяч верст, то есть длину земного экватора. Вот такого рода труды полагали миссионеры для того, чтобы просветить этот край светом веры Христовой, для того, чтобы обучать грамоте, для того, чтобы встречаться с людьми, для того, чтобы их лечить,
от разных заразных инфекций в том числе. Вот сейчас, кстати, актуальным становится следующая информация во время, когда все у нас говорят о коронавирусе. Хочется вспомнить, что первым человеком, который делал прививки в Горном Алтае, это был преподобный Макарий Глухарев. В середине 19 века, когда еще только было открыто оспопрививание, он выписывал из Санкт-Петербурга оспопрививочный материал на свои средства и делал прививки местному населению. Потому что в начале 19 века здесь свирепствовала эпидемия оспы, и люди вымирали целыми селениями. А после того, как миссионеры стали вносить начало правильной медицины, стали делать прививки от оспы, вот эта вот эпидемия оспы прекратилась. Вот. И в том числе и на территории Маютинского стана также существовал фельдшерский пункт, также существовала школа и так далее. Ну что же, сегодня совершается память, сегодня мы вспоминаем о одном из подвижников Алтайской духовной миссии, протоиерее Василии Постникове, вспоминаем о его детях, вспоминаем о его семье. Это были действительно самоотверженные и светлые люди. Это были люди, которые не искали теплых каких-то мест, но в середине 19 века устремились сюда, на окраину империи, для того, чтобы проповедовать здесь Слово Божие. Это далось им нелегко. Вот я держу в руках фотографию супруги отца Василия, это матушка Стефанида. Ну, достаточно сказать, что она дожила всего лишь до 48 лет. То есть она представилась, будучи еще, ну, по нынешним меркам, очень молодой. Вот. Сын отца Василия, отец Владимир, тоже умер достаточно молодым, в 43 года. Вот, потому что действительно миссионерский труд, он был очень тяжелым. Это и переправы через горные речки, и ночлег в лесу, и ночлег, как говорится, у костра, вот, и непрестанные разъезды. Вспомним добрым словом этих людей. Вот, и знаете, вот так, когда человек умирает, память о нем хранится не так уж долго. Вот задумайтесь сами, когда мы умрем, ну, до 9-го дня нас будут помнить. До 40-го дня будут помнить, может быть, только родные и близкие. А после 40-го дня то ли вспомнят о нас, то ли нет. Но вот память о миссионерах алтайских, о маютинском миссионере протоиерее Василии Постникове, о его сыновьях, отце Владимире, отце Сергии, о его близких родственниках, о других миссионерах алтайских, преподобном Макарии, святителе Макарии, она хранится и жива в наших сердцах уже больше, ну, многие десятки, уже больше 100 лет. Потому что эти люди действительно послужили Богу, и их история Алтайской духовной миссии является одной из самых светлых страниц в истории Русской Православной Церкви. Упокой, Господи, душу усопшего раба Божьего протоиерея Василия и других благовестников алтайских, и даруем Царствие Небесное. Аминь.